Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет и что случится в ближайшие часы и в самые ближайшие дни. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте вместе посмотрим, что ждет, что будет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие входят моими руками, пусть откроют нам то, что сейчас у нас скрыто, то, о чем мы желаем узнать. Как я вам красиво тут нарисовала. Не я, конечно, высшие силы водят моими руками. А знаете, картинка-то начинает собираться здесь, если в целом посмотреть, как были разбросаны кусочки. И вот они начинают собираться в один большой витраж. Смотрите, такими картинками обычно показывают очень серьезные глобальные перемены в жизни. Либо решение, достижение, получение самого желаемого. Знаете, как по кусочку собирали, по кусочку, по частичке, да, шли к своей цели. Либо занимались какой-то проблемой. И вот вы практически совсем справились. В ближайшие часы, в ближайшие дни вы будете с собой крайне довольны. Крайне довольны. Что-то получится, что-то свершится, чего-то достигнете. С собой будете довольны. И даже медальку себе повесите. Но вы заслужили, вы умничка, либо молодец, если смотрит меня мужчина. Смотрите, в самом корне рисунка здесь у меня человек, добивается своего. Добивается большим трудом, огромные усилия положил, много времени потратила, но своего добивается. То ли от кого-то вы добиваетесь, то ли это, как, знаете, система, да? Обыграть систему. Слушайте, вот с последних сил, да, с последних сил, но вы этого добьетесь. Ну да, целеустремленность и вот какой-то даже момент из-за злости, да, такая спортивная злость, что нет, все, не отступлю, вы делайте со мной что хотите, я не отступлю. Либо я добиваюсь, побеждаю, либо вот делайте что хотите. И вы знаете, у вас получится. Ой, как получится. Кстати, девушки, вот ваше внимание хочу обратить. Возможно, вы от какого-то мужчины чего-то добиваетесь, а он все прям упрямился. Любимый, не знаю, начальник, может быть, какой-то доктор, мастер, да, с кем вы вот общаетесь. И он прям такой, ни в какую, нет и все, нет и все. А вы-то его измором возьмете, а вы-то получите то, что вы хотите. Либо принудите его сделать то, что нужно вам. Ой, умничка, тьфу-тьфу, умничка. Кому-то вам придется помогать, но человек будет очень добр и очень щедр к вам. То есть это помощь, вы кому-то оказываете помощь. Вы не ждете никакой ни оплаты, ни награды. Да? Вы это делаете по зову сердца, потому что вы такой хороший, добрый человек. Вы помогаете, ничего взамен не просите, не ждете, а человек будет невероятно к вам щедр. Если деньгами, то много, если какими-то другими подарками, делами, то прям с лихвой. Знаете, вы сначала застесняетесь, а потом так и подумаете, наверное, такие это справедливо, значит, нужно брать. А вы очень этому удивитесь и очень этому порадуетесь. Так, еще подкова, дорога с препятствиями. Смотрите, какой-то вы себе путь выбрали, либо вам куда-то нужно попасть, и вам очень сложно туда будет добраться, либо сама по себе дорога очень долгая и утомительная. Но на протяжении всей дороги с вами будет подкова. Да, то есть вам будут высшие силы помогать и какие-то прям непроходимые препятствия с вашего пути подчищать.
И еще, если вам действительно предстоит дальний путь, не поленитесь, найдите себе подкову любую, хотите настоящую, хотите в виде там какого-нибудь, ну, не знаю, кулончика, может быть даже, если прям совсем ничего под рукой нет, вы можете на чистом листике бумаги, прям абсолютно чистом, сами вот рукой своей нарисовать подковку и с собой взять, вести с собой. Поверьте, принесет вам удачу. Потому что тут дорожка какая-то странная, она кольцуется, и там еще какие-то пики на этой дороге. Но в любом случае, вижу, что вам высшие помогут, и плюс я вас научила, что сделать. Так, с левой стороны. Мужчина с полными руками. Что-то он купил, что-то он добыл, да, добытчик. Что-то он несет с улыбкой на губах, но немножко уставший. Слушайте, какой молодец. Тьфу-тьфу-тьфу, какая я умничка. Что-то домой принесет. Кому-то подарки, кому-то припасы, кому-то денежку. Ну, молодец. Вы не забудьте там за ним поухаживать, его поблагодарить. Дайте ему стимул, чтобы дальше так себя вести и больше приносить домой. Да? Вот прям покажите, что вы очень рады этому. Так, еще. Мужчина и женщина разойдутся. Разойдутся, скорее всего, во мнениях. Но, девочки, вы слишком импульсивны, это первый момент. Второй момент, мужчина прав. Вы меня извините, я сама женщина, но вот вижу, что он прав. Может быть, вам не стоит так сильно горячиться и следует, ну вот, хотя бы поразмыслить над его словами. Вижу, что он прав, либо по итогу он окажется прав. Ваша вот эта вот перепалка, она как на пустом месте идет. Иногда мужчины тоже бывают правы. И, возможно, вам следует немножечко подумать, да, подумать, прислушаться. Не надо с ним ссориться, потому что потом будет очень неудобненько. Так, и еще кого-то могут вызвать, позвать на работу. Причем там какие-то очень сложные обстоятельства, либо, знаете, как горят трубы. Кто-то может заболеть, кто-то может не выйти. Могут быть всякие там на работе казусные ситуации. И вот вам придется бежать, всех спасать. Тяжело придется, если у вас, например, там законные выходные, да, то прям скажете фу-фу-фу, что такое? И мне отдыхать надо. Если, например, сверхурочно придется работать, прям допоздна идет, без вас не справятся. Либо вы единственная, кто может всех спасти, либо единственный, кто всех спасет. Повышенная нагрузка у вас идет на работе. Также, если вы работаете сами на себя, возможно, в один момент много клиентов придет, и вам действительно придется перерабатывать. Смотрите, здесь немножко может пошатнуться ваше психическое состояние, да, от усталости, от утомляемости. Вы немножко можете быть раздражительны. Вот совет, конечно же, досыпать, может быть, отказаться от чего-то в пользу сна. Это не будет прям повсеместно, да, но вот как пару раз, пару дней, да, вот идет как переработка, либо вы допоздна работаете. Но там причина, есть какая-то причина. Так, еще вижу у вас неприятный момент, связанный с покупкой чего-то, приобретением чего-то. Могут подсунуть что-то нехорошее, могут обсчитать, могут не то положить, либо товар, может быть, бракованный окажется. И вот вижу, что придется кому-то ходить, выяснять отношения, там, сдавать товар, либо обменивать, либо, может быть, пересчет какой-то делать. Ну вот вижу. И еще у кого-то отыграется проблема с деньгами, вот банкоматы и банки. Там либо очереди будут, либо там деньги закончатся, либо банкомат сломается. Вот какой-то такой момент. Напряжение у вас чувствуется. Дела житейские, что делать, да. Надо пережить, надо набраться сил и просто пережить. Сильно не нервничайте. У вас вообще какая-то в последнее время такая череда нервных потрясений идет. Вы как что сразу начинаете то ли злиться, то ли плакать. Может успокоительное попить, либо к терапевту сходить, объяснить, что вот такая вот ситуация, не могу успокоиться. Все раздражает, все бесит, жизнь тяжелая. Что-то надо с этим делать. Но мне вообще идет, что здесь проблема с недосыпанием. То есть вы мало спите, либо продолжительность вашего сна, она очень короткая. Может быть, вы спите, просыпаетесь. Да?
Вроде как засыпаете нормально, потом среди ночи просыпаетесь и в потолок в темный смотрите, ничего с собой поделать не можете. То есть тут что-то нервы у вас шалят. Вы как хотите, но нервы. Нервы из-за недосыпа. Либо вы спать не можете, потому что нервы шалят. Так, еще встреча с какой-то неприятной женщиной. В самое неожиданное время, прям как подстерегает она вас, как из-за угла выпрыгнет на вас. Очень неприятный диалог. Не в плане, что вы будете ссориться, а в плане, что она будет там как-то расспрашивать, какие-то колкие замечания может делать, либо подстебывать. Ну, встретитесь, что сделаешь, встретитесь. Смотрите, вы от этой женщины какую-то фразу услышите, которая у вас в голове засядет. Эта фраза действительно, над ней стоит подумать. А лучше навести справки, либо все разузнать. О ком-то она вам что-то скажет. Вот о каком-то человеке что-то скажет, поведает. Так, еще вижу дверь. Будете в какую-то дверь входить. Дверь большая, тяжелая. Открывается как-то туго, либо даже какой-то звук издает. Ну, не скрип, а что-то, знаете, гул какой-то идет от этой двери. Там вам придется за себя побороться, либо себя отстоять. Там какие-то люди, все черствые, с каменными лицами, как эти биороботы сидят. Скорее всего, какие-то госструктуры, либо казенный дом. Что-то такое, знаете, не очень приятное. Но вы там побываете, придется себя отстоять, за себя побороться. Опять же, нервы тратятся. Так, детский вопрос. С ребенком что-то будете обсуждать, либо что-то ребенку будете покупать, куда-то будете ходить с ребенком. В принципе, все хорошо, все нормально. Единственное, что старайтесь наладить контакт со своим ребенком. Старайтесь. Вот вижу, что ребенок к вам тянется, либо очень в вас нуждается. Вот, старайтесь о чем-то поговорить важном для вашего ребенка, чему-то научить, какой-то информацией поделиться из собственного жизненного опыта. Не надо этого стесняться. Будьте как можно ближе к своему ребенку. Это вас очень хорошо сблизит. Так, еще какой-то веселенький, пьяненький мужчина будет щедр либо на комплименты, либо на какие-то действия. Может быть, даже на какую-то помощь. Но он такой добродушный, весельчак. Принял на душу, да, и понесло дядечку. Ну, девочки, что скажешь? Пообщаетесь, что-то с ним обсудите, либо что-то он для вас делает. Вы не смотрите, что он пьяненький. Он все прекрасно понимает, он и не в таком состоянии может дела делать. Там все нормально. А может быть, это ваш начальник будет такой под шофе. И вы, смотрите, не упускайте момент, попросите у него что-нибудь. Он сделает. Он не только пообещает, но и сделает. Так. Женщина, у какой-то женщины будет праздник, то ли день рождения, то ли, может быть, это ваша родственница, либо коллега, кто-то будет отмечать, праздник будет устраивать. Здесь будет вкусно, здесь будут подарки и даже какие-то, как признания, что ли, кто-то в чем-то признается вам. Ну, в хорошем смысле слова, в хорошем смысле. Хорошее мероприятие, такое, знаете, небольшое, душевное, вот только свои. Чуть выше. Здесь за кого-то вы заступаться будете. Кто-то с кем-то плохо поступает, либо несправедливо поступает. Вы за этого человека будете заступаться. Вас, возможно, не просят, но вы вмешаетесь. Мимо пройти вы не сможете. Не сможете. Кого-то вы защитите, отобьете. Кстати, мои хорошие, здесь еще у кого-то идет информация о том, что вы какому-то животному будете помогать. То ли лечить свое животное, то ли, может быть, бездомное животное. Вот кормить, подкармливать. Может, в ветклинику занесете. Может быть, даже к себе возьмете. Вот какое-то животное мне еще выходит. Что-то маленькое, нуждающееся в помощи, в защите. Так, момент. Что-то пропадет, а потом это найдется в самом необычном, непривычном месте. Здесь нет никакой мистики, здесь кто-то возьмет и переложит. Человек не признается, но он это сделает, либо она это сделает. Не специально, но сделает. Да? Вот вы кинули, что-то ищете там, на работе, в офисе, дома, может быть. Нету, пропало.
как и не было, да? И никто не признается, все такие, не, ничего не видел, не знаю. А потом буквально там в течение либо нескольких часов, либо нескольких дней эта вещь найдется, либо этот документ найдется, то, что вы искали. Да, это сделал человек, не домовой, это сделал человек. Да, страшно признаться, вот как подкинет. Так, еще полицию вижу, полицию. Вообще старайтесь избегать встречи с полицией в ближайшие дни, она у вас с левой стороны. Это могут быть всякие там дорожно-постовые службы, да, которые могут остановить штраф, либо побор содрать. И также могут быть, ну, например, какие-то разбирательства, где будут вызывать полицию. Как-то нужно вам это все обходить стороной, либо иметь в виду, что вам туда не следует соваться. Да. Если вы мужчина особенно, вот главное уточнение, это больше для мужчин идет. Как под горячую руку, либо, знаете, ну всякое бывает. Ладно, я лучше это закрою, но вы имейте в виду. Своих мужчин, своих мальчиков предупредите, что не стоит связываться, скажем так. Так, еще вижу человека в капюшоне, которого вы за руку поймаете на каком-то действии. Прям так схватите, скажете, ага, попался, либо попалась. Кто-то хотел что-то тайно сделать, но не получится. Вы этого человека поймаете. Смотрите, там сильно не злитесь, из себя не выходите. Ничего особо криминального я не вижу. Но да, неприятно, что втихаря. Да, неприятно, что от вас пытались скрыть. Но надо разобраться. Возможно, там есть какие-то причины, да, которые толкнули человека на такой поступок. Так, еще знаете, что какие-то родственники вами недовольны, какие-то претензии у них к вам, какие-то обвинения в вашу сторону. И вы так, знаете, руками разведете и скажете, ну что такое, что им надо от меня, да, что они от меня хотят. Мне еще кажется, что родственники не совсем родные, а знаете, как эти названные, пришлые. Какие-то обвинения, в чем-то обвиняют. В лицо, значит, не говорят, через кого-то передают. Через кого-то. Кому-то говорят, кому-то на вас жалуются. Но это неприятно, на подлянку похоже. Так, чуть выше. Мужчина женщину обнял, старается ей очень понравиться. Может быть, виноват в чем-то перед женщиной, может быть, слова не сдержал, а может еще что. Ну, в общем, он женщину обнимает, что-то ей там красивое такое рассказывает, много всего рассказывает, обещает, главное, много обещает. Ну, девочки, если это ваш мужчина, вы же его знаете как облупленного. Но поведение такое вам нравится, да, либо нравится, что он так себя ведет. Все-таки пусть лучше так, чем ссориться и ругаться. Кстати, у кого-то идет прям сближение с мужчиной. Возможно, вы с мужчиной недавно познакомились. И у вас вот как свидание с этим мужчиной будет. И он вас провожать станет. Может, поцелуйтесь первый раз. А может быть, что другое между вами случится. Но вот с левой стороны что-то прям неожиданное. Неожиданное, но в то же время приятное. Я вижу, что вы ему голову на плечо ложите. Значит, вам очень-очень приятно. Так, большой ключ с правой стороны. Смотрите, вы этим ключом как какого-то человека освобождаете. Может быть, вы найдете решение, которое поможет не вам, но другому человеку. В его ситуации, в его проблеме. Но прям ключом открываете другого человека, помогаете другому человеку. В самом венце, так, лодочка у вас, над лодочкой ангел завис. Знаете, как высшие силы вас на что-то благословляют, как в новый путь, в новую дорогу, в новое начинание. В ближайшие часы, в ближайшие дни вы найдете свой путь, либо поймете, что вам делать. Вам высшие просигнализируют, да, либо какой-то знак пошлет. Знак. Будьте внимательны и смотрите, все новое, что у вас начнется в ближайшие часы, в ближайшие дни, для вас обернется большой-большой радостью, большим-большим достижением, большим успехом, ну, смотря что вы будете делать. Здесь вот четко, с благословения высших сил, вы начинаете что-то новое. Новое, хорошее, доброе, успешное. Так, мои хорошие, берегите себя. Спасибо вам всем за внимание. Всем пока-пока.